Бул жолу Супер ТВ орус примадоннасы Алла Пугачеванын «Любовь, похожая на сон» аттуу керемет ырын кыргыз тилинде аткарып, кыргыз угармандарынын көйдөнүнөн орун тапкан ырчы жигит Александр Волкодав менен тааныштырат. Махаббат кайдан жаралат. Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Волкодав. Родом я с Бишкека. Родители мои с Кыргызской ССР. С детства увлекаюсь музыкой. Закончил 61-ю школу, потом поступил в Славянский университет. Закончил на инженера почему-то, но потом все-таки одумался и закончил уже Кыргызскую национальную консерваторию имени нашего Калая Малдыбасанова известного. Занимаюсь творчеством, пишу свои песни, в том числе пою на кыргызском языке. Изучаю язык, скоро буду уже разговаривать и думаю, дам уже полноценное интервью на нашем родном кыргызском языке. Друзья меня ласково называют иногда Сары-Кыргыз, поэтому как-то немного прикрепилось ко мне это творческое второе мое имя для кыргызскоязычной аудитории. Ну а в широких кругах я известен как Александр Волкодав и, конечно же, Ксандр. Родители прекрасно относятся к моему увлечению. Отец сам в прошлом баянист, несостоявшийся музыкант, но закончил в свое время училище именно Куренкеева. К сожалению, музыкальная карьера у него не сложилась, но все свои мечты он воплотил во мне, всячески меня поддерживал, купил мне в свое время первую гитару после той бабушкиной, которая лежала акустическая. Да, отвели меня на частные уроки гитары, так у меня все и заладилось. Потом я стал уже сам изучать электрогитару, потихонечку ударился в творчество, написал свои первые песни, начал выступать тогда еще рок-клуб был, мы пели такую экспериментальную музыку в разных жанрах. Потом я познакомился с человеком, который меня снова творчески вдохновил, это был Актан Исабаев. Я снова начал писать. У него на студии мы написали мой первый альбом, который назывался «Чувства». Выпустили мы, правда, его только в 2017 году. Началось все с песни «Гори», которую он мне подарил, а закончилось уже вещами, которые даже не вошли в альбом. Далее, в 2015 году, параллельно я побывал в Москве, съездил на конкурс «Арт-футбол». Это был такой мировой конкурс между музыкантами, которые играют в футбол. Занял среди 16 стран мира развитых, среди 16 просто стран мира занял второе место как лучший вокалист. Вернулся сюда, мы сняли тогда клип на песню как раз «Зачем», которая была саундтреком, завершающим к фильму «Путь». После этого сняли еще один клип вместе с Актаном, называется песня «Старое фото». После этого творческая карьера и наш путь с Актаном, они разошлись. Я уже стал сольное творчество делать, изначально он был как продюсер. Какой-то особой причины не было, просто я захотел поэкспериментировать, я захотел сделать современные стили, так как с ним мы сделали альбом в стиле фьюжн. Жогоруда аталган ырды аткарып чыккан соң казактар да чакырып казак тилинде да ырдоомду сунушташты дейт ырчы. Я познакомился с Максатом Тынаевым давным-давно, но не так давно, в прошлом году он позвонил мне и говорит: Саша, у меня есть интересный проект, в рамках которого мы делаем ремейки на какие-то известные песни, но я сделал ремейк на песню «Любовь, похожая на сон». И я как-то даже, если честно, не задумываясь, согласился сразу. Почему? Потому что творчество Аллы Борисовны и Пугачевой очень близко. Это детство мое, это те песни, на которых я вырос. И, конечно, когда он предложил мне спеть это на кыргызском языке, для меня это стало честью. Почему? Потому что, во-первых, это любимый трек, во-вторых, я ему дал свое собственное новое звучание. И мы выпустили песню, сняли клип. Такой студийный, незамороченный, без каких-то особых локаций. Все было снято в одной локации. Но когда мы трек выпустили, он просто вышел, да? А получил свою известность этот трек вот буквально месяца 4 или 5 назад, когда просто бум произошел. Очень сильно поддержали фанаты Димаш. То есть Димаш, оказывается, тоже спел эту песню, но он спел ее на русском языке. Вот. И мне стало поступать большое количество предложений с Казахстана. Давайте мы тоже перейдем на казахский язык, давайте спойте у нас, приедьте туда-сюда. Но помешали вот эти все дела. Не знаю, спою ли я ее на казахском языке. Все-таки у меня здесь больше планов, да, в этом
То есть делать ремейки именно на кыргызском языке. И мне каждый день пишут люди, вот, если не соврать, каждый день, и в Facebook, и в Instagram, в Директ, везде. А когда новые песни на кыргызском языке? Что планируется? Если будете выступать, дайте знать. То есть я планирую сделать концерт и уже проехаться по регионам, когда у меня будет достаточное количество песен. То есть я надеюсь, на тот момент уже не будет никаких ограничений в перемещениях и всяких связанных со здоровьем людей. Поэтому всем желаю, да, как говорится, ден соолук каалайм. Александр Волкодав ага ишеним арткан кыргыз тилдүү аудитория үчүн кыргыз тилин билүүгө милдеттүү экенин айтат. Во-первых, я здесь родился, здесь вырос. Это уже, можно сказать, моя культура, да, и я патриот своей страны. И мне хочется отдать дань тому месту, где я вырос. Если здесь все разговаривают на кыргызском языке, соответственно, я, как человек, который здесь родился и вырос, обязан выучить этот язык и понимать и уметь выражать свои мысли. Почему? Потому что по отклику той большой аудитории, которая мне написала, чтобы я продолжал это делать, я не могу их подвести. Мне очень хочется тоже высказаться и на кыргызском языке в том числе, потому что до песни «Махаббат» первым таким серьезным треком на кыргызском языке была песня «Эне жүрөгү». То есть там автором уже выступил Акбар Кубанычбеков, которому я рассказал примерно, что бы я хотел видеть в этой песне, да, по смысловому содержанию. То есть эта песня глубокая, она про маму, вышел очень дорогой клип, бюджет был почти $3000, то есть там был серьезный сценарий, там были актеры кыргызской драмы, там было очень много локаций, массовка и так далее. Это был серьезный проект, но когда выпустили, ну как бы вышла песня и вышла. Вот, то есть, но когда вышла песня «Махаббат», это все подтвердило, да, вот именно, то есть если люди на тот момент чего-то от меня еще ждали, они это получили. Сөз соңунда көрөрмандарга эни тилибизде кайрылууга аракет жасайын деген оюн билдирип, каалоо тилегин айтты. Сизде ден соолук каалайм, бакыт каалайм, бакыттылуу болгула. Все будет зынк, друзья, не депрессуйте, все будет хорошо. Желаю вам заниматься творчеством, если вы творческие люди. Желаю вам заниматься любимой работой, если вы где-то на какой-то государственной еще какой-то работе. Просто будьте с собой, умейте отдыхать и слушайте мои песни.